Бисмилля ар-Рахмани ар-Рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Киев, Украина. Рамзан Кадыров, если не ошибаюсь, сегодня выложил очередное видео, где он говорит о том, что нужно начать второй этап, что нужно начать атаковать Киев, не только там Донбасс и так далее. Но почему-то Рамзан Кадыров, когда у него была такая возможность, когда они стояли где-то там, не доходя до Киева, не приехал сюда и не начал воевать. Он обвиняет многих в трусости и так далее. Но это слова голословные, потому что сам Рамзан Кадыров не смог даже приехать в Украину. Он где-то в России сел на российскую заправку, сфотографировался и обратно поехал к себе домой. А потом выдал это, как будто бы он приехал в Украину и чуть ли здесь не воевал. Не тебе говорить о трусости, Рамзан. Это одно. Второе, ты обвиняешь людей, которые сегодня борются в Мариуполе, которых вы не можете взять. Ты говоришь, что кто-то там засел в бункере. Это ты можешь сказать о своем правителе, о своем падишахе, о Путине, за которого ты, по сути дела, вышел замуж, предав свой собственный народ. Он сидит как раз-таки в бункере. Он вынужден записывать монтажные видеоролики, как будто рядом с ним люди сидят, накладывая этих людей, накладывая это изображение. Он не может сесть рядом с человеком, он боится всего. Не тебе и не ему говорить о том, что кто-то сидит в бункере. Ты говорил, что за 2-3 дня возьмете Мариуполь. Ты каждый вечер говорил, что вот сегодня, через час, сегодня вечером возьмем Мариуполь. Но ты не смог. Ты говоришь, что Путин дал тебе команду отойти, поэтому ты не взял. Что же ты до этого его не взял? Ведь ты каждый день обещал, что возьмешь его. Да потому что ты человек, который просто говорит. Я не хочу сейчас как-то громко оскорблять тебя и так далее, потому что тебя уже жизнь оскорбила. Твоя сущность. Ты говоришь о батальоне шейха Мансура, о том, что они как-то не показывают себя. Так почему тебя здесь нет? Мы здесь. Я здесь. Анзор Масхадов здесь. Тоже здесь. Где ты, Кадыров? Объясни, пожалуйста. Вот Киев. Сегодня у нас 4 мая, да, если не ошибаюсь. Да, 4 мая 2022 год. Анзор, шехот ваш анализ. Что тут добавить? Ты уже почти все сказал. Эти мерзавцы, которые продались этому Путину, убийце чеченского народа, они действительно заслужили ордена за мужество. Как ты сказал, они все вышли замуж за Путина. Вот что я скажу. Были бы они мужчинами, были бы они чеченцами, мусульманами, то не переходили бы на сторону врага, который всегда убивал чеченский народ. Я никак не понимают другие остальные чеченцы, что вы вообще потеряли в Украине. Что плохого сделали украинцы нам, вообще чеченцы. Вот чего я не понимаю. И не надо тут разбрасываться словами, мол, приезжайте, уезжайте и так далее и тому подобное. Да вы не мужчины, куда бы вы ни приехали, понимаете? Вот что. Вы трусы, вы предатели чеченского народа. Вы мунафики, что означает вы лицемеры. Вы даже не люди, вы-то не люди, вы существа, которые держат свое слово. Как сейчас Ислам сказал, кто Мариуполь взял, тот сейчас на Киев пойдет. Да приезжай, ну, встань спереди, не посылай этих пацанов насильно. Не надо запугивать их родственников, не надо давить на них. Вот что ты на что способен, лоботряс. Да, тоже пару слов добавлю. Не нужно присылать сюда молодых парней, как сказал Анзор Масхадов. Не нужно их запугивать, не нужно угрожать их родственникам, если они сюда не придут. Не нужно. Этим ребятам не нужна война. Им нужно учиться, развиваться. Это цвет нашего народа. И еще одна деталь. Я просто не понимаю, как вы можете себе позволить такое, когда у нас что-то оставляли. Мы через 10 лет, через 50 лет
виновника наказывали. И наши люди будут наказывать. Все эти жертвы, без разницы, с какой стороны, даже среди вас, вот за это тоже вы ответите, вам придется ответить. Потому что их родственники вам это не оставят. Потому что вы на них давите и посылаете на убой, как фарш, понимаете? Как пушечное мясо. Вы за все ответите. И вы виновны в том, что сегодня, ну, по нашим подсчетам, и вы это лучше нас знаете, сколько людей убито в Украине. Но по нашим подсчетам это примерно за 100 человек. Это только за последнее время. За последнее. Да. Это за последнее. Вначале их бомбили просто так. И ФСБшники их сдавали. Самое интересное. Там они любят, их пропаганда любит говорить, что вот, мол, Кадыров принес мир, Кадыров остановил мир. Кадыров — это самое мерзкое существо, которое стало черным пятном для чеченского народа. У нас никогда в истории такого не было, чтобы происходили сегодняшние вещи. Это впервые в нашей истории происходит. Когда публично вот, людей оскорбляют, я уже не могу обращаться к ним. На все Аллах, иншаллах, вам придется за все ответить. Мы, наша сторона, не ваша сторона, наша сторона всегда предлагала мир. Мы за мир здесь, на этой земле, на другой земле, на любой земле, даже в той самой России. Мы за мир, мы за стабильность в России, чтобы это государство, которое сегодня Путин добивает, уже уничтожает, было стабильным, чтобы этим государством правили адекватные люди, которые будут беспокоиться о своих гражданах и также о своих соседях. Что принес Путин? Что принес этот убийца? Все разграблено, меньше стало фабрик и заводов, больше стало олигархов. Вот что стало. Так что, Кадыров, приезжай и привози свое окружение. Оставь этих парней, оставь молодых ребят. Привози свой рюкзак сюда. Да. Приезжай, привози сюда Магомеда Даудова, Зелимханова прямо на передовую, не где-то сзади, а сюда привози. И Машу Хамбиеву тоже не забудь. Привози этих людей сюда и сам приезжай. Вот тогда поговорим. Вот тогда ты можешь что-то сказать, если ты будешь на передовой. Но ты человек, который просто много говорит. Просто если посмотреть твои ролики, мы... А то еще скажут, там целая армия стоит. 4 мая 2022 год. Киев. Тот самый Киев, который Кадыров все берет, но никак не может взять. В отличие от тебя и тебе подобным, мы поедем туда, куда мы хотим. И вот как я сейчас Исламу сказал, покрути вокруг камеру, с нами никого рядом нету. Нету никого. Потому что мы не боимся. У нас нет, как у вас, охраны, у нас, может быть, нету ничего с собой, к примеру. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Мы поедем куда мы хотим, и никто нас не остановит. Тем более вы.